80 тысяч человек. Именно столько жителей Коми сегодня приняли участие в шествии «Бессмертный полк». 20 тысяч из них прошлись с портретами своих родных в столице Коми. Таких цифр в республике еще не было. Последний раз в 2019 году в Сыктывкаре в «Бессмертном полку» было чуть ли не в 2 раза меньше – 12 тысяч человек. Дарья Вологжанина о параде Победы и шествии. Праздник со слезами на глазах. Война ушла, но осталась память в опаленных огнем сражений сердцах, седина и морщины. Сегодня мы помним и чтим тех, кто жертвовал собой ради будущего поколения. В столице Коми победное утро выдалось солнечным и немного ветреным. Последний раз 9 мая с таким размахом мы праздновали 3 года назад. За это время поредели ряды участников тех страшных событий. На всю республику их осталось всего 50 человек. Не могли не удивить мужество и стойкость тех, кто еще в строю. Николай Афанасьевич Князев и Николай Акимович Рочев прошли в торжественной колонне от мемориала «Вечная слава» до Стефановской площади. Тем самым отдали дань памяти тем, кто бок о бок с ними ковал победу. Очень большой праздник. Этот праздник-то мы добились в течение 4 лет. С армией 5,5 миллионов человек, которые были в Германии. Мы с ним, когда наших еще было не готовы к этому, и одновременно мы ее удержали, хотя далеко уже от границы. Вся страна поднялась на защиту Родины. Самая торжественная часть праздника на Стефановской площади – парад Победы. Под звуки легендарной песни, которая стала гимном защиты Отечества «Священная война», чеканным шагом дали старт параду знаменосцы. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! На главной площади колонны состава войск Национальной гвардии, МЧС, УФСИН, судебных приставов и юнармейцев. Участие в военном параде – это честь и возможность отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей. Всем тем, кто встретился глаза в глаза с ужасами войны. Глава Коми Владимир Уйба отметил, что День Победы стал для нашего народа самым священным праздником. 77 лет назад наш народ одержал победу в самой страшной и жестокой войне 20-го столетия. Эта победа далась нам дорогой ценой. Миллионами жизней мы заплатили за свободу, за возможность жить под мирным небом. Республика Коми была далеко от линии фронта, но ее лучшие сыны и дочери встали на защиту Родины. В каждой семье свои герои. Наши отцы, дедушки и бабушки – все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю войну, а кто-то погиб в ее первые дни. Но память о годах, опаленных войной, хранится в каждом доме. Сердце замирает от взгляда на портреты простых людей, которые сыктывкарцы проносят в Бессмертном полку. В этом году к главному шествию страны присоединилось 20 тысяч жителей столицы Коми. Для сравнения, в 2019 году выходило 12 тысяч. С каждым годом остается все меньше тех, кто сражался на полях Великой Отечественной. Тех, кто завоевал победу в далеком 45-м. Солдаты уходят, они уже не пройдут в одном строю со своими однополчанами. Но вместо них это сделаем мы, их дети, внуки и правнуки. Сегодня в Бессмертном полку я иду с портретом своего прадеда, Гущина Ивана Александровича. Он служил на подводной лодке. Война оставила глубокий след в его жизни. Будучи уже больным, он каждый день говорил: «Дожить бы до Дня Победы». Передавайте из поколения в поколение рассказы об этой войне, чтобы наши дети и внуки знали, через какие муки ада пришлось пройти их прадедам и какой ценой достался этот великий день – День Победы. Сегодня о своих великих предках рассказывает каждый. Дедушка и бабушка встретились на войне. Бабушка – фельдшер в сопровождении санитарного поезда. Дедушка – старший лейтенант Красной армии. Бабушка
прошла войну, дедушка погиб. Капитан ветеринарной службы в Лепельском полку пехотном был. Гордимся, вышли с ним и думаем, что они тоже рады. Не за все, что происходит, за всех за нас. К сожалению, дед погиб в начале войны, и причем он долго был без вести пропавший. И это когда открыли вот, буквально сколько лет назад, 5, да, архивы, военные архивы, там мы его смогли найти. В бессмертном полку сегодня портреты не только участников Великой Отечественной, но и тех, кто положил свою жизнь во время спецоперации на Украине. Честь пронести портреты героев нового времени выпала юноармейцам. Под музыку военных лет шествие дошло до Стефановской площади. Завершением акции стала заупокойная лития попавшим в боях Великой Отечественной войны. Дарья Волокжанина, Артем Соколов, телеканал «Юрган».